Друзья, рад вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам цыганский расклад на декабрь. Отношения, любовь для водолеев. Что будет происходить в отношениях в этом месяце, какие события и что самое главное. Десятка трефовая выпадает в эту позицию и говорит о том, что в этом месяце будет очень важно получение какого-то заслуженного уважения. Могут приходить деньги довольно-таки большие, может быть даже от вашего партнера. Могут быть деньги от деятельности вашей или вашего партнера. Это могут быть деньги как подарки, как благотворительность, как помощь. Кроме того, эта карта говорит о том, что может кто-то из партнеров получить повышение, занять какой-то высокий пост или просто занять какую-то более высокую ступень в социуме. В этом месяце будет обязательно какая-то ситуация, когда ваш партнер проявит заботу о вас, проявит силу, благородство, когда, может быть, ему придется вас защищать. Либо это же самое вы можете сделать в отношении своего партнера, да, за что вас будут очень уважать, ценить и так далее. Кроме того, это карта каких-то крупных денег, это карта крупных сделок, подарков больших, это карта влияния окружение на вас, и в этом случае все зависит от того, какой именно человек влияет, то есть с какими намерениями. Он хочет вам счастья, радости или он хочет разрушить ваши отношения. Да, здесь, конечно, нужно быть осторожными. Может быть как одно, так и другое. Теперь для тех, кто ищет партнера, можно встретить человека очень уверенного в себе, сильного, с хорошим материальным положением, с хорошим статусом, человека, возможно, при власти. И здесь есть возможность развивать эти отношения только в том случае, если вы соответствуете этому партнеру, если вы тоже человек сильный, благородный, если вы не боитесь находиться рядом с таким человеком, да, если не чувствуете, допустим, что вам некомфортно, как будто бы вас это делает меньше, да, то есть принижает каким-то образом ваши достоинства и так далее. То есть здесь, конечно, могут быть вместе только люди одинаково сильные. Давайте посмотрим, что может помешать этим событиям, которые прогнозируются для водолеев в декабре. В эту позицию выпадает шестерка бубновая, и она говорит о том, что ничего не может помешать. Шестерка бубновая – это карта судьбы, это карта исполнения мечты, это карта такого источника жизненной силы дополнительного. То есть это высшие силы, которые за вас, которые помогают вам. Это карта оптимизма, это карта, самое лучшее, что только может быть, что может вас усилить, что может сделать вас счастливее. Вот все это обозначает шестерка бубновая. И поэтому помех никаких не может быть у вас для того, чтобы происходили самые лучшие события у вас в жизни. Если, конечно, у вас были какие-то сложные моменты, то вот сейчас как раз есть время поворота ситуации к лучшему. Либо наоборот, если у вас было вмешательство каких-то людей, да, которые разрушали ваши отношения, или, может быть, было вмешательство какого-то человека, с которым вы не хотели быть, который, может быть, подавлял вас как-то, этому тоже придет конец. То есть будет усиление вашей удачи, да? Все будет на ваше благо, все будет на вашей стороне. Давайте посмотрим, как вы будете себя чувствовать вот во время всех этих перемен. Выпадает в эту позицию валет трефовый, и он говорит о том, что вы будете сначала чувствовать такую дисгармонию, да? Может быть, будете сомневаться в дружбе или там в вашем партнере, может быть, будете как-то ощущать неустойчивость какую-то. Но это период очищения,
И он, может быть, не всегда комфортный, но всегда на благо. То есть не нужно бояться того, что происходит, потому что все это обязательно будет, обернется хорошим. Кроме того, эта карта говорит о том, что вы можете чувствовать, что иногда как-то превышаете какую-то планку, да, когда влияете на своего партнера. То есть вы можете даже иногда подавлять, может быть, критические высказывания какие-то, позволять себе. И вот здесь, конечно, нужно как бы с этим покончить, вы это понимаете и стараетесь с этим бороться. Как будет развиваться событие в декабре, и в эту позицию выпадает шестерка червовая, она говорит о том, что события будут реализовываться успешно. Будет душевный подъем, будет желание все успеть, все привести в порядок. То есть у вас будет такое вдохновение, вот под действием которого вы будете в своей жизни наводить порядок. Кроме того, эта карта говорит о том, что ваши чувства будут расти, будет больше приятных минут, романтики. Вы будете строить планы совместные. Давайте посмотрим, что вы будете думать в течение этого месяца по поводу событий, которые происходят, что у вас в голове. В эту позицию выпадает туз червовый, и он говорит о том, что вы стараетесь взять на себя всю ответственность, вы стараетесь разумно ко всему подходить, вы стараетесь направлять события и использовать активно все то, что приходит в вашу жизнь. То есть вы очень как-то созидательную такую позицию занимаете. Вы знаете, что хотите, вы знаете, к чему стремитесь, и вот вы все время про это думаете. Это очень хорошо, то, что у вас мысли настроены на то, чтобы улучшать свою жизнь, свои отношения. Чего вы ждете? Король бубновый выпадает в эту позицию и говорит о том, что ждете вы, может быть, денег, да, может быть, вы ждете какого-то подъема в чувствах своего партнера. Допустим, чтобы эта любовь была не только как бы на физическом уровне, да, но и на уровне души, на уровне сердца. То есть вы ждете, что будет успех обязательно в осуществлении ваших планов, допустим, которые касаются стабильности, денег, там, покупки недвижимости и так далее, и так далее. Вы ждете, что к вам придут какие-то идеи новые для того, чтобы вы могли их реализовать. То есть здесь очень все как бы на подъеме, да, то есть вы ждете всего самого лучшего только от жизни. Давайте посмотрим, как вы себя ведете. Ваше поведение описывает дама бубновая. Она говорит о том, что вы сейчас стоите на развилке, вас ждет новый путь, и вот все зависит от того, как вы себя поведете дальше. И вот ваше поведение, оно как раз вот этот перекресток описывает, что вы, видимо, еще не решились, хоть вы и берете на себя ответственность, активно себя проявляете, но такое ощущение, что вы еще не выбрали, что вы еще пока что в раздумье, какой дорогой вам пойти. И вот это поведение ваше отражает это. Ну и, конечно же, когда человек меняется, он может быть то прежний, то новый, то прежний, то новый. И вот вы тоже можете так себя проявлять. Что думает о вас ваш партнер? Девятка бубновая описывает эту позицию. И партнер говорит, партнер видит в вас действительно перемены. Он видит то, что как бы то, от чего вы отказались, оно заканчивается. И вы действительно начинаете какую-то, может быть, новую жизнь на новом уровне. Может быть, вы меняете черты характера, может быть, меняете работу, может быть, вы поменяли статус, допустим, ваши отношения стали более серьезными, да, может быть, более духовными в паре. Может быть, вы заключили брак или получили предложение. Может быть, у кого-то детки родились. То есть здесь все время идут такие перемены очень серьезные, к которым нужно приспособиться. И вот партнер верит в то, что вы соответствуете тому новому уровню,
к которому подошли. То есть он очень уважительно относится к вам и очень желает вам всяческой удачи, да, то есть он понимает, как вам непросто, да, что действительно трансформация – это сложная вещь, и он вас в этом поддерживает. Давайте посмотрим, какие страхи и опасения у вас остались в декабре. Король пиковый эту ситуацию описывает, и он говорит о том, что из страхов у вас может быть окружение ваше, да? Может быть, вы хотите, чтобы вокруг вас были только хорошие люди, и вас пугает, когда как бы оказываются те, которые могут вас предать или обмануть. Кроме того, эта карта говорит о том, что вы боитесь, может быть, проявить себя как-то незаурядно. Или, может быть, боитесь как-то обаяние проявлять, которое выходит за рамки вот ваших близких отношений. То есть вы боитесь как будто бы чего-то нового, боитесь стать успешным, боитесь стать знаменитым, боитесь построить какую-то высокую карьеру, может быть, боитесь, что это будет влиять на партнерские отношения, может быть, что каким-то образом это может их расстроить. Но в любом случае у вас здесь никаких угроз нет. У вас новый период начинается, и все только к лучшему. Вас поддерживают высшие силы. Вы сами сильные. То есть у вас все тут замечательно, вам бояться нечего. Нужно просто действовать разумно, быть честным, искренним, и все, больше ничего не нужно. Чем закончится декабрь? В эту позицию выпадает король трефовый, и он говорит о том, что будет много ситуаций, которые будут от вас независимы, то есть вы никак не сможете на них повлиять. И это как бы будет для вас испытанием, будет сложновато это все воспринять, принять, сделать так, чтобы не вмешаться в это во все, дать возможность ситуации, которая, вот, может быть, тянется из прошлого, закончиться, да, то есть нужно просто дать время для того, чтобы события улеглись все и не вмешиваться. То есть вот это самое такое сложное будет у вас в декабре. А в общем-то карта говорит о том, что обязательно все плохое пройдет стороной. И жизнь, она своим чередом идет, а у вас все как бы своим. То есть все испытания, которые были, да, они именно для того, чтобы ваш брак стал прочнее, чтобы вы лучше понимали друг друга и так далее, и так далее. То есть не нужно этого бояться. Давайте посмотрим, чего не хватает вам в отношениях в декабре. Выпадает карта девятка червовая, и она говорит о том, что не хватает вам чего-то нового, перемен каких-то, может быть, поездок каких-то не хватает, может быть, какая-то проблема в бумагах, то есть, может быть, что-то связанное с судами или там, с ЗАГСом или еще с чем-то, то есть что-то связанное с бумагами тоже требует своего внимания, решения. И также вам не хватает разговоров по душам с вашим близким человеком. Вы, может быть, многое могли бы решить, если бы смогли поговорить так, чтобы все стало там ясно, открыто, чисто, искренне и так далее. Если приходят какие-то очень важные сообщения, новости, их нужно обсуждать. И вот вам как раз вот какой-то информации не хватает для того, чтобы как бы наладить что-то в своей жизни. Давайте посмотрим, какой совет дают карты. Совет для водолеев на декабрь. Десятка червовая. Десятка червовая советует довериться близкому человеку, подружиться с ним. Если ему нужна какая-то помощь, оказать эту помощь. Если ему нужна какая-то опора, вот именно в это время, нужно дать эту опору. То есть нужно в любви ориентироваться не на материальный аспект, а вот именно на такой, на высокий, да, на духовность, на дружбу, на поддержку, на искренность. И тогда
появится вера в своего близкого человека, вера в прочность отношений и так далее. Теперь антисовет, какой предлагают карты. Выпадает десятка пиковая, и антисовет говорит о том, что пока что у вас идет закрытие одного периода и начало другого, не нужно делать каких-то резких шагов. Не нужно обрывать, допустим, связи, да, или не нужно там переезжать. Вот просто пока что период такой, когда должно все улечься. Новые возможности придут, но пока что вот их инициировать не нужно. То есть нужно, чтобы все как-то завершилось само собой, все придет в нужное время. Если говорить про отношения, то не нужно слишком легко относиться к отношениям, которые вот в вашем ближайшем круге, да, никакого флирта, никаких лишних каких-то знакомств, которые сейчас вот могут помешать как-то вашим отношениям. То есть вот на этот период лучше ограничить себя. Друзья, я желаю, чтобы только самое лучшее сбылось. Я желаю, чтобы у вас как можно скорее наступил стабильный период, чтобы вы чувствовали уверенность, почву под ногами, как можно больше радости, вам счастья и доверия друг к другу. Всего вам доброго, до новых встреч!